В 2020 году в Коми социальный контракт заключили более 4000 жителей региона. Большинство из них повысили свои доходы, перестали быть малоимущими. Такие цифры озвучили сегодня в общественной приемной главы во время прямой линии. Напомним, в прошлом году наши регионы и еще 20 субъектов страны начали реализацию федерального проекта в пилотном режиме. Сегодня он внедряется по всей России. Елена Кононова продолжит. Более 2000 жителей республики повысили доход, 714 получили новую специальность, около 100 нашли работу, еще 311 открыли собственное дело. И это все в рамках федерального проекта «Соцконтракт», главная цель которого – помочь участникам избавиться от статуса малоимущий. Житель Прилуцкого района Алексей Панев благодаря социальному контракту организовал в райцентре пункт сбора пластика, бумаги и алюминия. На выделенные средства приобрел поддержанную «Газель». На ней мужчина 2 раза в месяц возит мусор в Киров на переработку. И сегодня он уже планирует расширяться. Нашел информацию там в интернете. Сходил, вроде как будто бы соцзащиту. Рассказал, чем хочу заняться. Там как будто бы одобрили это все, понравилось. Составил бизнес-план. Они меня поддержали, как будто бы выделили средства в размере 250 тысяч рублей. Сегодня желающих принять участие в проекте немало, говорят специалисты Минтруда региона. Из 4 направлений программы самое востребованное – преодоление трудной жизненной ситуации. Участники не только повысили свои доходы, многие смогли решить конкретные проблемы. Например, отремонтировали прохудившуюся печь или привели в порядок жилье. Кому-то помогли приобрести ноутбук для детей, чтобы они могли учиться на удаленке. Эта услуга стала особенно актуальной во время пандемии. Кстати, в этом году появилось новое направление госпомощи. По соцконтракту можно обзавестись личным подсобным хозяйством. Это будет помощь в виде поддержки на создание личного подсобного хозяйства в размере фактических затрат, не более 100 тысяч рублей. Но есть определенные требования к ведению личного подсобного хозяйства. Гражданин должен обязательно быть зарегистрироваться как самозанятый и реализовывать продукцию, которую он будет с помощью личного подсобного хозяйства производить. В 2021 в рамках соцконтракта охватит также около 4000 жителей региона. На реализацию проекта планируется направить почти 500 миллиарда рублей, большая часть средств из федерального бюджета. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.